Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Продолжаем цикл лекций «Уроки зикра», поминания Аллаха. И мы с вами начали изучать превосходство, достоинство, тайны, секреты великого слова «Альхамдулиллах». Слово, которое мы, мусульмане, часто повторяем, слово, которое иногда, значением которого, достоинством мы и пренебрегаем. Потому что любое дело, любое слово, когда его повторяешь ежедневно, постоянно, иногда мы привыкаем к этому слову, к этому делу и забываем о его великом значении, о его великих достоинствах. На прошлом уроке мы с вами просмотрели сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, хадисы, которые указывают на величие и достоинство этого слова. Сегодня, иншаллах, наша тема – это места, моменты, дела, когда сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, особо призывает нас восхвалять Всевышнего Аллаха. То есть повторять, говорить вот это слово «Альхамдулиллах». Если взять в общем, то восхваление Всевышнего Аллаха требуется от нас. То есть мы, мусульмане, мы, рабы Аллаха, обязаны восхвалять Всевышнего Аллаха каждое время, во время совершения каждого дела. Потому что Аллах, Он тот, который создал свои творения, то есть мы существуем только благодаря Ему. Аллах создал нас, мы были ничем. Поэтому то, что мы существуем, это благодаря Всевышнему Аллаху. И за то, что мы уже существуем, мы должны кого благодарить? Прежде всего, благодарить Всевышнего Аллаха, затем наших родителей, которые родили нас, которые воспитали и приложили огромные усилия, чтобы сделать из нас кого-то, да? Поэтому пусть Аллах возблагодарит наших родителей, отцов и матерей. Пусть Аллах даст наставление и путь истинный тем, кто сегодня жив на этой земле, из наших родителей, бабушек, дедушек. И пусть Аллах простит тех, которые покинули эту землю, будучи верующими, и введет их в райские сады. И даст нам возможность, иншаллах, встретиться с ними, с нашими любимыми родителями, бабушками, дедушками, супругами, с детьми, внуками в райских садах. Поэтому Аллах нас создал. И Аллах дает нам пропитание. Все, в чем мы нуждаемся, Аллах нам дает. Аллах заботится о нас, Аллах дает нам наше пропитание. И щедро, то есть денно и ночно, Аллах щедро одаряет нас всеми благами, которые являются для нас явными и которые для нас скрыты. Потому что даже если посмотреть, подумать про явные блага Всевышнего Аллаха, то есть которые можно увидеть, на которых можно посмотреть, взглянуть, потрогать, пощупать, попробовать, даже эти блага, они неисчислимы. Их невозможно сосчитать. Как Аллах говорит в Коране, если вы решите сосчитать все блага Аллаха, вы их никогда не сосчитаете. Вы их никогда не сосчитаете. Но здесь мы говорим про явные блага, а есть еще скрытые блага. Огромное количество благ, которых мы даже не знаем, которых мы даже не подозреваем. Не знаю сколько лет назад, лет 5 назад, я готовился к хутбе. Хутбу можно назвать, сколько стоит жизнь человека. Вот во сколько обходится, скажем, Создателю содержание одного человека. Это невозможно сосчитать. Это
земные, небесные блага, сколько стоит дождь, вот эта система круговорота воды в природе, которую мы это изучали в каком классе? В 2-3 классе, да? В школе. Казалось бы, это все очень просто. Движение облаков, вот это то, что, как Аллах меняет давление воздуха, как Аллах Тааля транспортирует свет, тепло, солнце за 150 миллионов километров, да? Никаких сбоев, никаких перебоев, никаких отключений света. Вот недалеко от нас электростанция, но каждый раз нам отключают свет, потому что тут авария, там форс-мажор. А если там произойдет авария, все, человечество просто закончит свое существование. Никаких сбоев. Солнце движется конкретно, четко по расписанию. Мы за год знаем, во сколько зайдет солнце над горизонтом, во сколько оно зайдет. Поэтому все четко работает. Поэтому Аллах щедро отправляет нам свои явные и скрытые блага. Также это милость Аллаха, то, что Аллах защищает нас, то, что Аллах отражает от нас беды и страдания, потому что это тоже великое благо. Иногда вот мы про это афар, то есть историю, которая была с табигином, изучали, приводили, да? Когда человек пришел и начал жаловаться, там у меня денег не хватает, тут долги, там долги, он на него посмотрел, дай за глаза столько, дай за руки столько, дай за ноги столько. Он говорит, нет, не дам. Так я на тебе вижу сотни тысяч дирхамов, а ты еще жалуешься. Поэтому иногда человек ходит без настроения, иногда человек ходит, жалуется, но в то же время забывает, что милость Аллаха не только в том, что Он тебе дает вот, пощупать, потрогать, поездить, да? А то, что Аллах защищает тебя от скольких бед и страданий. У тебя руки, ноги живые, а есть братья, которые лучше нас. В Аллахе, братья, сестры, которые лучше нас и в богобоязненности, и в ночных, может быть, тахаджутах, они лучше нас, и в зикре лучше нас, и книг они, может быть, больше нас читают, да, но они прикованы к постели. Поэтому то, что Аллах дарует нам что-то, это благо. Но то, что Аллах защищает нас от скольких бед, страданий, болезней, это тоже великое благо, за что мы должны благодарить и восхвалять Всевышнего Аллаха. И все, что мы имеем, все, чем мы владеем, это из благ, это милость Аллаха. И как Аллах в Коране говорит, «Вама бикум мин ни'ма», то есть любое благо, которое у вас, любое благо, вот руки, ноги, жена, дети, машина, не знаю, деньги, воздух, солнце, любое благо, что у вас, фамин Аллах, это от Аллаха. Знаете, это все от Аллаха. Поэтому мусульманин денно и ночно, получая дары Всевышнего Аллаха, он должен все время благодарить Аллаха. За то, что он видит, за то, что он утром открыл глаза и увидел, не знаю, свой дом. Он не лежит там где-нибудь в подъезде, в подвале не спит, да, или там в приюте с бездомными, да. То есть это же милость Аллаха. То, что рядом жена, как мне один хазрат, он такой уже в годах, очень мудрый, Юсуф говорит, вот, но он такой прямолинейный, но иногда он попадает жестко. Вот вы, говорит, молодые, ну он мне лет 10 назад сказал это, я сейчас тоже молодой, но уже думаешь об этом, да. Вот вы, говорит, молодые, вы думаете, вот жена умрет, а я молодую возьму. Прям так говорит жестко. А мы, говорит, когда нам уже 50-60 лет, мы, говорит, глаза открываем и так жену трогаем, говорит, теплая, нет, говорит, живая, и потом альхамдулилля говорим, говорит. То есть ценим то, что мы живы, мы вместе, мы здоровы, поэтому это же милость Аллаха. И то, что мы видим, то, что мы ходим на своих ногах, руки, все работает, да, то, что мы можем есть, то, что мы можем, организм принимает эту еду.
Потому что как вот один аксакал, тоже имам такой, он еще живой, здоровый, альхамдулилля, пусть Аллах даст ему много лет. Он мне говорил, когда я студентом был, он нас брал на практику, балеш покушать там, да? Мы такие шакирды кушали после общаги. Интересно же, балеш кушать, да? И он такой смотрел на нас и говорил, и у него язва была или еще что-то. И он говорил, кушайте, кушайте, пока идет, говорит. Потому что, говорит, когда еды нет, это одна беда. А когда еды навалом, а ты не можешь ее есть, это, говорит, другая беда. Поэтому, альхамдулилля, то, что ты можешь есть, то, что твой организм воспринимает это все, это же милость Аллаха. Это милость Аллаха. То, что ты дышишь во все легкие. Кстати, прошлый год нам показал ценность глотка воздуха, да? Многие переосмыслили свою жизнь. Один брат, машаллах, очень такой успешный, очень успешный брат, машаллах, и машина у него очень дорогая, и дом, и очень много он расходует на пути Аллаха. И он говорит, Хазрат, говорит, когда я, говорит, лежал под ИВЛом, мне, говорит, ничего не надо было. Просто, говорит, мне хотелось подышать воздухом. Вот поэтому я надеюсь, что найдутся ученые, да, не только там какие-то арабские шейхи, может быть, наши соотечественники, имамы, которые напишут книги. А там аль-айбар вад-дурус, там какие уроки и назидания мы получили с этого года. То есть год пандемии, уроки и назидания. Потому что очень много благ Аллах лишил нас вот именно в год пандемии. То есть глоток воздуха. Оказывается, это так хорошо дышать самому, да? То, что мы, вот даже сколько месяцев мы не могли прийти домой кому? Аллаху. Это Аллах закрыл. За то, что я на джумга сказал такие слова, там были уж комментарии. Да там ты там глупец, там это государство закрыло. Пусть Аллах рассудит всех, да? Но во всем, за всеми делами стоит Аллах. Поэтому это Аллах пожелал, чтобы мы дома помолились. Мы не могли прийти на джумга. Оказывается, просто сходить на джумга такая милость. Да? Еще мы скоро поймем, что, оказывается, ходить без маски так хорошо, оказывается, в мечети без маски сидеть. Да? Так хорошо, оказывается, вместе вставать на намаз, без этих расстояний. Там. Оказывается, так хорошо, машаллах. Да? Поэтому мы еще поймем, дорогие братья. Поэтому каждую минуту, каждую секунду мы получаем от Всевышнего неисчислимое количество благ, и поэтому мы должны все время восхвалять Всевышнего Аллаха. Помимо этого, помимо того, что мы получаем огромное количество благ, и это требует от нас, чтобы мы восхваляли, благодарили Аллаха, мы должны восхвалять Аллаха не только за то, что мы получаем от Него. Мы должны восхвалять Аллаха за то, что Он есть. Мы должны восхвалять Аллаха за то, что Он великий, за то, что Он мудрый. Мы должны восхвалять Аллаха за Его наипрекраснейшие имена. Каждое имя, прекрасное имя Аллаха, обязывает нас восхвалять, возвеличивать Его. Каждое качество Аллаха, которому присуще только совершенство, субханаллах, и Аллах пречист от всех недостатков, да, каждое Его качество обязывает нас восхвалять Аллаха. Восхвалять. Поэтому восхваление Всевышнего Аллаха, оно глубже и шире, чем благодарение Аллаха. Благодарность – это когда ты что-то получаешь и взамен благодаришь Аллаха. Это великое дело, это великое качество, про которое, иншаллах, у нас еще будут лекции. Да. Но восхваление Аллаха – это когда ты не просто принимаешь что-то и говоришь «Альхамдулилля». Восхваление, когда ты изучаешь своего Создателя. И каждый раз, когда ты узнаешь о Нем что-то, это призывает тебя больше восхвалять Его. Когда ты узнаешь, что Он Аль-Алим, всезнающий, Его знание объемлет абсолютно все. Абсолютно все. Ничто не может быть вне Его знаний. Это же обязывает нас восхвалять Аллаха. То, что Аллах мудрый, и все, что происходит, как на земле, так и на небесах, и между ними, это все по мудрости Аллаха.
об этом мы с вами говорили, про мудрость, да? Во всем есть мудрость Аллаха. Это обязывает нас восхвалять Его. Поэтому каждую минуту, каждую секунду мы должны восхвалять Всевышнего Аллаха. Но вместе с тем сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, призывает нас восхвалять Всевышнего Аллаха, воздавать Ему хвалу в определенные времена и во время совершения определенных дел. И вот давайте вспомним несколько из них, потому что на самом деле все мы не сможем, да, потому что и урок, время ограничено. Вот, но мы знаем, изучая сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы видим, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, начинал свои слова, вагазы, уроки, назидания, хутбы со слов «Альхамдулиллях». Так ведь? Поэтому имам, когда встает на минбар, он начинает свои слова «Инналь хамдалиллях». Воистину вся хвала принадлежит Аллаху, настагфиру, настахдих и так далее, и так далее. Об этом еще будет хадис, да? Также мы видим, что многие свои благие дела пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начинал со слов восхваления Аллаха. То же самое вот с уроками, с назиданиями, да. Во время намаза есть моменты, когда сунна призывает нас восхвалять Всевышнего Аллаха, говорит «Альхамдулиллях». После принятия еды и питья, то есть мы получили от Аллаха милость Его и восхваляем Его. После чихания мы говорим «Альхамдулиллях». Так ведь? И вот есть такие моменты, где сунна особо призывает нас восхвалять Его. Давайте просмотрим некоторые из них. После принятия еды и питья. Мы знаем, что Аллах создал наш организм, который не может без еды и питья. То есть это мы просто не выживем, поэтому это наша нужда, мы нуждаемся в еде, это необходимость. Но каждый раз, когда мы принимаем пищу и воду, мы, понимая, что все это блага, дары Всевышнего Аллаха, мы воздаем Ему хвалу. Поэтому вот я помню тоже, когда был еще шакирдом, бабайлар, это такой интересный опыт. Бабайлар, когда аш заканчивался, еда, они спрашивали, то есть кайтардык мы? То есть, что, возвращаем? То есть, восхваляем Аллаха? Я не понимал, что кайтардык? То есть, они говорили, Аллах нам дал, а мы Ему вернули чем? Благодарностью. То есть, поэтому мы получаем, взамен мы благодарим Его. Поэтому Всевышний говорит, сурат Аль-Бакара, 172 аят. «Я айюхаллазина аману», о те, которые уверовали, «Кулю мин таййибати ма разакнакум». То есть, ешьте из всего благого, то есть, из всего дозволенного, ма разакнакум, то есть, из того, что мы вас наделили, чем мы вас наделили. То есть, ешьте из всего дозволенного, чем мы вас наделили, «Вашкуру лиллях» и благодарите Аллаха. Благодарите Аллаха, «Ин кунтум ияху та'будун», если вы поклоняетесь Ему. То есть благодарность, восхваление Всевышнего Аллаха после еды – это качество верующих, которые поклоняются единому Аллаху. Сура Аль-Бакара, 172 аят. И как передает имам Муслим в своем достоверном сборнике от Анас ибн Малика. Анас ибн Малик – это тот сподвижник, который долгие годы жил в доме пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и служил ему. И вот он говорит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Инна Аллаха ла ярда анил абди», то есть воистину Аллах несомненно доволен своим рабом, то есть он будет доволен своим рабом, когда тот принимает какую-либо пищу, фаяхмидаху алейха, затем восхваляет его за эту пищу. То есть он принял пищу и говорит «Альхамдулиллах». «Ваяшраба шарбата фаяхмидаху алейха». А потом
он принимает глоток воды, напитка, чая, неважно, да, и восхваляет его за это. То есть Аллах, несомненно, доволен тем рабом, который принимает пищу и восхваляет Аллаха, который принимает воду, питье и восхваляет Аллаха за это. Вот, дорогие братья, машаллах, это религия милостивого. Аллах сам дает нам дары, Аллах дает нам наслаждаться вкусом еды, вкусом питья, а затем Он говорит: вы благодарите меня, восхваляйте, и я буду еще вами доволен. То есть мы сидим, мясо кушаем, балиш кушаем, ну кому что Аллах дал, да? Потом говорим альхамдулилля, и Аллах нами, и Аллах нами доволен. Мы кушаем, и Аллах нами доволен. Мы пьем, говорим альхамдулилля, и Аллах доволен нами. И не только это. И это еще не все. В сборниках имама Тирмизи Хасан с хорошим иснадом хадис от Муаза ибн Анаса, радиаллаху анху, который сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман акаля та'аман факаля», кто принял пищу, кто поел и сказал: «Альхамдулиллахи лази ат'амани хада», хвала Аллаху, который накормил меня этим. То есть ты признаешь, что это благо Всевышнего Аллаха, что это дар Аллаха. Ты признаешь. «Варазаканихи», и накормил меня этим. «Мин гайри хаулин минни валя куа», тогда как я сам не способен приобрести это. То есть у меня нет ни мощи, ни силы самому найти это. Потому что все, что мы зарабатываем, все, что мы несем в нашей семье, это то, что нам Аллах дал. Мы работаем теми силами, которые Аллах нам дал. Мы мыслим, думаем, выводим гениальные какие-то выводы, идеи только теми мозгами, тем разумом, который Аллах нам дал. Поэтому мы говорим: «Альхамдулиллахи лази ат'амани хада ва разаканихи», хвала Аллаху, который накормил меня этим, «мин гайри хаулин минни валя куа», то есть тогда как я не способен был сам найти это. И вот если человек скажет такие слова, «Гуфира лаху ма тақаддама мин дамби», ему простятся все его прежние грехи. Машаллах. То есть мы садимся за стол, говорим бисмилля, про это сейчас хадис будет, да? Мы кушаем, мы наслаждаемся вкусом еды, затем мы признаем, что Аллах это нам дал, и мы не способны без милости, без помощи Аллаха это найти, и говорим альхамдулилля, Аллах еще прощает нам грехи. Мы кушаем, грехи прощаются. Мы кушаем, грехи прощаются. Это милость Аллаха. Это милость Всевышнего Аллаха. Ему простятся все его прежние грехи. Следующий хадис. Бухари передает от Абу Умама, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда подняли трапезу, то есть когда начали собирать стол после еды, он сказал следующие слова: «Альхамдулиллахи хамдан кафира», то есть хвала Аллаху многочисленными хвалами. То есть не просто один раз, а многочисленными хамдан кафиран тайибан, благими, хорошими хвалами. Мубаракан фи, то есть благословенными хвалами. То есть хамдан кафиран, многочисленными, благими, многочисленными. Гайра макфиин валя муаддаин валя муста'нан анху раббуна. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: и этой хвалы никак не может быть достаточно. То есть то, что я сказал, альхамдулилля, хамдан кафира, многочисленными хвалами, да, хорошими, благословенными, этого никак не может быть достаточно. Потому что то, что Аллах дал, намного больше.
то, что дал Аллах, этого намного больше. Поэтому этого не может быть достаточно. Валя муадда. И непрерывными хвалами. То есть нужно все время хвалить, восхвалять Всевышнего Аллаха. Валя мухстарнан ганху. И мы восхваляем Тебя хвалой, без которого никто не может обойтись. О мой Господь, Раббуна. То есть мы говорим, что никто не может обойтись без этой хвалы. Вот эти слова говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, после еды. Поэтому, если изучить сунну, дорогие братья, мы видим, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил не только одно слово, которое мы с вами выучили, может быть, кто-то в детстве, кто-то уже будучи взрослым, да, ну, например, там, «Альхамдулиллахи аллади атагамана ва сахана ва джагаляна миналь муслимин». Сюндра. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, использовал многочисленные виды восхваления. Есть хадисы, которые говорят, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, после еды говорил «Альхамдулилля» и встал. Это благодарность Аллаху. Есть хадисы, которые вот призывают к этому виду, которые используют огромное количество людей, да? Есть хадисы, которые учат нас говорить «Альхамдулиллахи аллади ат'амани хада ва разаканихи мин гайри хаулин минни ва ла кувва». Вот есть, например, этот вариант. После еды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил «Альхамдулиллахи хамдан кафиран тайибан мубаракан фи». То есть это те слова, которые мы говорим где еще? После рукуга, когда встаем, сами Аллаху лиман хамида, Раббана ва лякаль хамд, хамдан кафиран тайибан мубаракан фи. И дальше до конца, да? Поэтому есть другой хадис, машаллах. Имам Ахмад ан-Насаи передает, что достоверный хадис от Абдуррахмана ибн Джубайра, что ему рассказал этот хадис человек, который служил пророку, саллаллаху алейхи вассалям, 8 лет. И он говорил, что слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда ему приносили еду, он говорил следующие слова: «Бисмилля». То есть он начинал принимать еду какими словами? Во имя Аллаха. Бисмилля. Бисмилля, достаточно. Некоторые говорят, нет, не надо бисмилля говорить, там бисмилляхи рахмани рахим надо говорить. Пророк, саллаллаху алейхи говорил, бисмилля, этого достаточно. А когда уже завершал принятие еды, после еды, он говорил следующие слова. Это новые слова, которые для многих из нас на самом деле первый раз слышат. Аллахумма ат'амта. О Аллах, ты накормил меня. Васакайта. Ты напоил меня. В некоторых риваятах я видел аскайта, то есть другая форма глагола. Ты напоил меня, ты накормил меня. Васакайта. Ты напоил меня. Ва агнайта. Агна ганиюн. То есть слово гани обычно переводится как богатый. Но здесь речь идет ганиюн мустагна, то есть значение «избавил меня от нужды». То есть ты избавил меня от нужды. Все, я не нуждаюсь уже, ты дал мне это, да? Ва агнайта. Но есть еще другой уровень. Ва акнайта. Вот я специально искал, как ученые объясняют это слово. Агнайта ва акнайта, да? Есть такой аят, сурату Наджм, сура Звезда, 48 аят, где описывая Аллаха, Всевышний говорит, описываясь, ва аннаху, и что он агна ва акна, то есть Аллах избавляет от нужды, но также он еще удовлетворяет людей. То есть он дает еще больше. Поэтому здесь мы говорим, ва агнайта, ты избавил меня от нужды, но еще другой уровень. Не просто кого-то Аллах избавляет от нужды. Брат, как у тебя дела? Ну, я не нуждаюсь. Но и не богатый он. И лишнего ничего нет. Но он и не нуждается, так ведь? А кого-то Аллах избавляет от нужды, а кому-то Аллах дает огромное состояние. Кому-то Аллах дает огромное богатство. Поэтому мы говорим, ва агнайта, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, ты избавил меня от нужды, ва акнайта,
То есть ты дал мне больше. Ахнайта также еще арабы переводят как ты удоволил меня, сделал так, что я доволен всем. Или удовлетворил, уже более современное слово, да? Поэтому ва акнайта, ва хадайта, ты наставил меня на путь истины. Ва ахьяйта, ты оживил меня. Ты оживил меня. Фалакаль хамду аля ма а'тайта. И хвала тебе за то, что ты мне дал, за то, чем ты меня одарил. Вот эти прекрасные слова мы можем найти. Google Хазрат вам поможет в этом, да? И вот мы можем использовать эти слова. На самом деле, после принятия еды, это великие слова. Когда мы признаем огромное количество благ, которым Аллах нас одаряет. Этот хадис передал имам Ахмад и Ан-Насаи, достоверный хадис. Вот это то, что после еды. И это не все. Если вы поищете в сунне пророка ﷺ другие варианты, вы найдете еще другие варианты. Но везде найдете это слово «Альхамдулилля». Хвала Всевышнему Аллаху. Также мы видим во время молитвы мы видим несколько моментов, где посланник Аллаха ﷺ восхвалял Аллаха. Каждый ракагат, мы знаем, начинается со слов начало сура Фатиха «Альхамдулиллахи Раббил Алямин». Это то, что мы должны запомнить. Вся хвала Аллаху, Господу миров. Да? Но помимо этого, в Сахих Муслим мы находим хадис от Али ибн Абу Талиба, радийаллаху анху, который сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда поднимался с рукуа, он говорил следующие слова: «Сами Аллаху лиман хамида». То есть слышит Аллах того, кто восхваляет его. «Сами Аллаху лиман хамида». Слышит Аллах того, кто восхваляет его. Значит, что нужно сделать сейчас? Чтобы Аллах услышал? Нужно восхвалять его. И мы говорим «Раббана лакаль хамд». Это один вариант. Большинство братьев, сестер, они используют это слово. Есть другие варианты, как, например, в этом хадисе пророк саллаллаху Али ибн Абу Талиб слышал, как посланник Аллаха саллаллаху сказал: «Раббана лакаль хамд». «О Господь наш, Тебя мы восхваляем». «Миль ас-самавати ва миль аль-ард». То есть мы восхваляем Тебя, и эта хвала заполняют небеса и землю. И затем восхваляет столько, сколько ты пожелаешь после этого. То есть после того, как заполнят небеса и земли, эта хвала заполняет столько, сколько ты пожелаешь. Также другой хадис от Абу Саид аль-Худри, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда поднимал голову с рукуа, он говорил: «Аллахумма раббана лакаль хамд». То есть здесь уже не начинается с «раббана», а «Аллахумма». «О Аллах, раббана лакаль хамд». Ты наш Господь, Тебе вся хвала. «Миль ас-самавати ва миль аль-ард». И эта хвала заполняет небеса и земли. «Ва миль ама ши'та мин шай'ин ба'д». И заполняет столько, сколько угодно Тебе после этого. «Ахля ас-сана'i валь маджд». Ты тот, который достоин хвалы и восславления, «Ахакку ма каля аль-абд». И ты более достоин, чем то, что говорит раб. «Ва куллюна лака абд». И каждый из нас является твоим рабом. Каждый из нас является твоим рабом. «Аллахумма ла мани'а лима агтайт». Эти слова пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил еще после намаза, да? «О Аллах, ла мани'а лима агтайт». То есть никто не может лишить человека того, что ты ему дал. Ничто не может лишить того, что Аллах дал. Так? Если Аллах ему дал, то кто может прийти и лишить его этого? «Валя му'тия лима манат». И никто не может одарить тем, чего ты лишил. Чего ты лишил. Если Аллах чего-то лишил, если Аллах закрыл какую-то дверь, но никто не найдется из его рабов, чтобы он пришел и открыл эту дверь, которую Аллах закрыл. Поэтому «Валя му'тия лима манат». «Валя янфа'у даль джадди минкаль джад». И не принесет польза, богатство того,
помимо тебя богатство того, кто обладает этим. То есть богатство того, кто обладает этим богатством. Никто, который обладает, ну, казалось бы, богатством, имуществом, его имущество не принесет тебе пользы, помимо милости Всевышнего Аллаха. Этот хадис в сборниках Муслима, Сахих Муслим. Ну, слова поминания Аллаха, которые посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям использовал во время намаза. Вы это все можете найти. Также Бухари передает хадис от Рифаа ибн Рафия, радиаллаху анху, который сказал: как-то раз мы совершали намаз за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и когда он поднял голову с рукуа, он сказал следующие слова. Сами Аллаху, то есть когда он поднимал голову с рукуа, он сказал следующие слова. Сами Аллаху лиман хамида. Слышит Аллах того, кто восхваляет его. Вот очень много братьев, которые не знают арабского языка, они лишены многого. Поэтому даже те, кто не знает арабского языка, обязательно нужно знать все слова, зикры, аяты, которые мы используем внутри намаза. Поэтому, когда имам, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, будущий имамом вслух сказал вот эти слова, «Сами Аллаху лиман хамида», то есть слышит Аллах того, кто восхваляет, сподвижники, которые стояли за ним, им хотелось восхвалять Аллаха. Потому что они понимали смысл этих слов. Это не просто какое-то песнопение, да, для многих. Они не понимают этого. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда говорил, сподвижники понимали это. И кто-то сзади вслух, он не вытерпел, вслух сказал такие слова. «Раббана лакаль хамд, хамдан кафиран таййибан, мубаракан фих». Мубаракан фих. То есть, о Аллах, о Раббана, наш Господь, мы восхваляем Тебя многочисленной хвалой, благой, хорошей хвалой, благословенной, мубарак, баракатной, благословенной хвалой. И когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям завершил намаз, он спросил, кто там говорил во время намаза? То есть он услышал, тот вслух сказал, услышав слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, «Сами Аллаху лиман хамида», он начал восхвалять Аллаха этими словами. И он спросил, кто говорил? И тот сподвижник сказал, я сказал эти слова. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Кад раайту бид'атан ва салафина малакан ябтадирунаха айюхум яктубха ауаль». Я видел, как более 30 ангелов, они соревновались друг с другом, чтобы первым записать эти слова. Первым записать. То есть эти слова оказались великими словами. И на чашу благодеяния этого сподвижника ангелы соревновались друг с другом первым записать эти слова. Вот поэтому эти слова мы можем также использовать во время намаза. Также передает имам аль-Бухари, Муслим от Ибн Аббас, радиаллаху анхума, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда совершал ночную молитву, он говорил следующие слова. Аллахумма лакаль хамд, анта нуру самавати валь ард, ва ман фихинна, ва лакаль хамд, анта кайюму самавати валь ард, ва ман фихинна, ва лакаль хамд, анта аль-хак ва адлука хак, ва ликаука хак, валь джаннату хак, ва нару хак, ва набиюну хак, и до конца этих слов. Вот здесь пророк саллаллаху алейхи ва саллям несколько раз, я уже не буду переводить, потому что время идет, а мы еще до половины, по-моему, не дошли. Ну, сколько успеем, да? Вот эти слова можете также найти в сборниках хадисов, зикров, которые использовал пророк саллаллаху алейхи ва саллям во время намаза. Дальше. Муслим передает от Абдулла ибн Амр, радиаллаху анхума, который сказал, как-то раз мы совершали с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, намаз, и во время намаза один сподвижник, один человек сказал, Аллаху акбар кабиран, вальхамду лилляхи кафиран, ва субханаллахи букратан василя. То есть эти слова
в сунне мы находим как дуа уль-истифтах. Когда первый раз говорим Аллаху Акбар, такбиратуль ихрам делаем, но руки ставим и что? Мы говорим Субханак Аллахума бихамдик ва табарак асмук. Есть ряд других зикров, которым призывает сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И вот один из этих зикров Аллаху Акбар кабиран вальхамдулиллахи кафиран ва субханаллахи букратан ва асиля. То есть Аллаху Акбар кабиран, Аллах велик, кабиран, то есть мы возвеличиваем Аллаха возвеличиванием, вальхамдулиллахи кафиран, и многочисленно восхваляем Аллаха, говорим альхамдулиллах, ва субханаллахи букратан ва асиля, и Аллах пречист от всех недостатков, то есть субханаллах букратан ва асиля, и по утрам, и по вечерам. И вот когда человек сказал эти слова, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после намаза спросил: «Маниль каиль када ва када?» Кто сказал вот эти слова? То есть он повторил слова того сподвижника. На что этот мужчина ответил: «Ана культуга я расулаллах». Я сказал эти слова, о посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аджибту лаха». Я был удивлен этим словам. Когда я услышал эти слова, я был удивлен. «Футихат лаха абуабу сама». Я видел, как этим словам раскрылись врата небес. То есть, как врата небес раскрылись перед этими словами. То есть, вот это тоже великие слова. И Ибн Умар, то есть Абдулла ибн Умар, я, по-моему, Амр сказал, да? Это Абдулла ибн Умар, это сын Умар ибн аль-Хаттаба. И вот Абдулла говорит, тот, кто донес до нас этот хадис, он говорит: после того, как я услышал эти слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, я, говорит, до конца жизни никогда не оставлял эти слова. То есть в каждом намазе я говорил эти слова. Поэтому можно говорить Субханак Аллахума бихамдик ва табарак асмук. Вместо них можно говорить эти слова. Можно оба варианта сказать. Например, там, во время духа намаза, во время тахаджуда, во время других видов намазов можно несколько вариантов, да? Поэтому альхамдулиллахи Аллаху Акбар кабиран, вальхамдулиллахи кафиран, ва субханаллахи букратан ва асиля. Абдулла ибн Умар говорит: я никогда не оставлял эти слова. Также при достижении, при получении какого-либо блага сунна призывает нас восхвалять Всевышнего Аллаха. Два момента. Когда мы получаем какое-либо благо, и второй момент, когда мы видим, что Аллах избавляет нас от чего-то дурного. Когда Аллах бережет нас, отражает от нас какую-либо беду, какое-то страдание, какую-то болезнь. Вот кто-то болеет, а ты не болеешь. Разве это не причина, чтобы восхвалять Аллаха? Поэтому, когда мы получаем какое-либо благо, или же видим, как Аллах избавляет нас от какого-то страдания, мы должны восхвалять Всевышнего Аллаха. Имам Муслим передает хадис от Абу Хурайра, радийаллаху анху, который сказал: в ночь, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был переселен, ночь переселения, Исра, да, посланнику Аллаха предложили два сосуда, то есть сосуд, емкость. В одном из них было вино, а в другом молоко. То есть он должен был выбрать между молоком и вином. فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, посмотрел на два сосуда с вином и молоком и выбрал молоко. Тогда Джибрииль, алейхиссалям, сказал следующие слова: «Альхамду лиллахи аллази хадака лиль фитра». Хвала Аллаху, который наставил тебя на фитру, то есть иман, естественный иман, фитру. Сүндерде қобызмайынды бітін. Керек ме? Иштелерімді, яқынырақ келерлер. Хвала Аллаху, который наставил тебя на фитру. Лау ахадтал хамра гават уммату. Если бы ты выбрал хамр, вино, то твоя умма заблудилась бы. Твоя умма заблудилась бы. Этот хадис в сборниках имама Муслима. Вот поэтому здесь он принял благо
И узнал, что Аллах отразил его от дурного. Потому что если бы Аллах не внушил ему выбрать молоко, он бы выбрал, может, и вино. Так ведь? Поэтому Аллах избавил его уму от заблуждений. Поэтому Аллах дал ему благо и отразил дурное. Это причина, чтобы восхвалять Всевышнего Аллаха. Следующий момент. Абу Дауд ан-Насаи, достоверный хадис от Абу Саида аль-Худри, рады Аллаху анху, который передал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда надевал на себя новую одежду, он говорил следующие слова: «Аллахумма лакаль хамд». «О Аллах, вся хвала тебе, анта касаутанихи». Ты дал мне возможность получить эту одежду, надеть на себя эту одежду. «Ас'алюка хайраху ва хайра ма суни аля». Я прошу у тебя благо этой одежды и благо того, для чего оно было создано. То есть благо того, для чего одежда была создана. «Ва а'уду бика мин шаррихи». И я ищу твоей защиты от его зла, зла одежды, от ее зла, «ва шарри ма суни аля». И от зла, ради чего она была создана. И вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил эти слова. И эти слова также начинаются словами восхваления. То есть лакаль хамд. Также хадис, продолжение хадиса про еду, то есть «Альхамдулиллахи лади атаамани хада». Так ведь? «Варазаканихи». Есть такая же форма благодарности, благодарства Аллаха после одежды. То есть «Альхамдулиллахи лади касани хада». То есть хвала Аллаху, который одел меня этим, «Варазаканихи», и дал пропитание этим, мой удел, мин гайри хаулин минни валя куа. То есть, когда как я сам не мог приобрести это без помощи Аллаха. То есть, это тоже пример чего? Восхваления Аллаха, когда мы получаем какое-либо благо. Ну, после чихания. Сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, призывает Сахих Бухари от Абу Хурайры. «Ида атаса ахадукум», пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если кто-нибудь чихнет из вяз, фалякуль альхамдулилля. Пусть скажет альхамдулилля. И брат, который услышит его слова восхваления, пусть он скажет ярхамукаллах, да помилует тебя Аллах. И уже в ответ пусть он скажет этому брату яхдикумуллах ва юслих балякум. То есть пусть Аллах наставит вас на путь истины и приведет в порядок ваши дела. Следующий момент, еще, иншаллах, минут 5. Также сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, призывает нас отдельно призывает нас, увидев чье-либо страдание, увидев чье-либо трудное испытание, поблагодарить Аллаха за то, что Аллах тебя избавил от этого. То есть, когда мы видим брата, который болеет, или слышим, мы должны поблагодарить Аллаха за то, что Аллах избавил нас от этого. Поэтому, если мы услышим, что там кто-то заболел пневмонией, вирусом, лежит в больнице, мы делаем дуа за этого брата, но в то же время мы восхваляем Аллаха, благодарим Аллаха за то, что Аллах нас избавил от этого. Так ведь? За то, что мы не болеем. Поэтому хадис в сборниках имама Тирмизи от Абу Хурайра, рады Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман ра'a мубталян, факал альхамдулиллахи аллади афани, мимма бталяка бихи, ва фаддалани аля кафири мимман халака тафдила, лам юсибху заликаль бала». Кто увидит того, кто находится то есть кого Аллах испытывает, то есть в трудном положении, например, человек болеет или еще что-то, в бедственном положении, там у кого-то долги, у кого-то проблемы в семье, то есть у кого-то там умер близкий человек, то есть он видит его в трудности, в горести, в печали и скажет: «Альхамдулиллах, хвала Аллаху, который избавил меня от того, что дал ему». То есть Аллах дал ему эту болезнь, Аллах дал ему это тяжелое испытание, но меня избавил от этого.
И «Вафаддаляни аля кафири мимман халяка тавдиля», то есть и Аллах отдал мне предпочтение перед другими его созданиями. То есть вот многие же болели, а я не болел. Многие же голодают, а я не голодаю. У многих же есть такая проблема, а у меня нет. То есть Аллах дал тебе что? Предпочтение, отдал предпочтение. Если он скажет эти слова, лям юсибху даликаль баля, его не постигнет это страдание. Эта проблема его не достигнет. Поэтому не настигнет. Поэтому это еще избавляет, оказывается, нас от бед и страданий. И все, последний пример. Мусульманин восхваляет Всевышнего Аллаха, когда получает то, что его радует, и когда Аллах дает ему то, что его печалит. То есть мы должны восхвалять Аллаха, когда нам хорошо, и мы должны восхвалять Аллаха, когда нам плохо и тяжело. И в радости, и в горе, и в горести, как говорится, мы должны восхвалять Аллаха. И Ибн Маджа, Хаким, передает хадис от Аиша, от супруги пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аиша, радиаллаху анха, которая сказала, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда видел то, что его радует, то, что он любит, то, что он хотел, что-то приятное, да, он говорил: «Альхамду лилляхи лази бини'матихи татиммус салихат». То есть хвала Аллаху тому, хвала Аллаху, по милости которого свершается все благое. То есть если ты получил то, что тебя радует, то, к чему ты стремился, да, вот это благо, это же только по милости Аллаха. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: хвала Аллаху, по милости которого свершается все благое. Ва ида ра'a ма якраху, но когда видел то, что порицала его душа, то есть то, что было неприятно для него, пророк, алейхиссаляту вассалям, что говорил? Альхамду лилляхи аля кулли халь. То есть хвала Аллаху за все состояния, за любое состояние. Даже если плохо, альхамду лилля, аля кулли халь. Вот этот хадис призывает нас восхвалять Всевышнего Аллаха, когда нам хорошо, когда мы радуемся, когда мы что-то приобретаем, да, и восхвалять Аллаха, когда мы что-то теряем. Ну, еще один хадис можно вспомнить с той лекции, да, когда Аллах отправил ангелов, чтобы те забрали душу ребенка, его раба, и он спрашивает: неужели вы убили его ребенка, забрали душу? Ангелы сказали: да. Неужели вы лишили его радость его сердца? То есть ребенка забрали. Да. А что он сказал? Он сказал: альхамду лилля, инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Тогда Всевышний сказал: постройте этому моему рабу дом в раю и назовите этот дом какими словами? Альхамду, хвала Аллаху, альхамду лилля. Это за то, что он, когда ему было тяжело, когда Аллах забрал у него такое ценное, да, что он имел, ребенка, его дитя, чадо, он восхвалил Аллаха. Поэтому помимо этого очень много моментов в жизни, где мы должны восхвалять Всевышнего Аллаха многочисленными, благими, благословенными хвалами. Тема следующего урока изучение имен и атрибутов Аллаха помогает нам правильно восхвалять Всевышнего Аллаха. Потому что мы говорили, что восхваление Аллаха связано не только с теми благами, которые мы получаем. Мы, понимая, познавая имена и атрибуты Аллаха, мы больше и больше должны восхвалять Его. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду алла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайр, саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.